Сегодня у нас первый университетский семинар первого нового формата, в котором я буду представлять школу методологии и выступаю перед вами в роли руководителя будущей игры, как вы уже, наверное, знаете из полученного анонса. Цель сегодняшнего семинара – это выйти на формулировку темы и проблемы будущей университетской игры. Вначале я, наверное, поделюсь своим восстановлением истории, как связан летучий университет и игры, чтобы вы прониклись значимостью этого события. Сам я вообще присоединился к летучему университету только в начале 2011 года, но на тот момент, когда я уже присоединился, я попал в летучий университет, который стал результатом проигрывания первой общеуниверситетской игры, которая, если мне не изменяет память, была в 2010 году, в мае. Да, Татьяна? Вот. Цель этой игры была подготовка идейных оснований летучего университета, вообще университета в Беларуси, и его стратегии развития. И в результате этой первой игры, как запустился некий прототип университета из нескольких курсов, на один из которых и попал я к Владимиру Маскевичу на введение в системный подход. Но кроме этого родилась книжка, которая, возможно, где-то здесь лежит. Это «Университет. Дискуссия об основаниях» в авторстве Маскевича и Павла Горковского. Это было, можно сказать, как в теории Большого взрыва, некий взрыв, который создал некую вселенную летучего университета, которая начала развиваться и расти. Говорю, это субъективная история, написанная мной. Да. Но после того, как я уже присоединился к университету и узнал, что тут бывают такие игры, меня лично эта идея игр захватила, и я поставил свою целью попасть на игру, какая бы она ни была, и для этого поступил в свое время в школу игротехников. И уже вторую игру общеуниверситетскую я участвовал как часть игротехнической команды. Эта игра, вторая, была направлена на сейчас не вспомню правильную тему, но на управление университетом, летучим университетом. То есть это была игра в управление, то есть как вот этому вновь созданному образованию придать некие управляемое движение в Беларуси, в интеллектуальном мире и, разумеется, в неком социальном плане, поскольку сообщество было очень разнородное. Это были преподаватели, как академическое сообщество, так студенты, административный персонал. И поскольку изначально была установка на то, что создаваемый университет не должен, скажем, повторять существующие в Беларуси образцы устаревших моделей университетов, или там, как их называли, скорее ПТУ, такие производящие для нужд хозяйственной деятельности различных специалистов, что университет все-таки должен быть направлен на производство, скажем, мыслящих элит, он должен производить некие смыслы для Беларуси. И, соответственно, чтобы такая структура управлялась, нужно было изобрести собственную систему управления. Вот этому и была посвящена вторая игра. Я не могу сказать, насколько она была успешна в этом, но на игре был, скажем, обозначенный альтернативный взгляд на управление университетом, и это дало определенный толчок к развитию, поскольку был шанс, что университет, летучий университет станет просто расширением методологического
сообщества. То есть большой методологический университет. Вот. Хотя не всем эта идея казалась подходящей. Вот. И сейчас мы живем вот в эпоху после второй общеуниверситетской игры. Хотя игровая практика постоянно являлась тем, с помощью чего организовывались те или иные мероприятия, будь то летник, конференция университетских, коих уже было 3 или 4 штуки, и либо проектные сессии, которые были уже направлены на более локальные вопросы, как, например, содержание образования в летучем университете. Определенной инновацией стала малая университетская игра, которая запустила в прошлом году школы магистров игры. Возможно, многие из здесь присутствующих побывали на этой игре. Ее цель была ввести вновь прибывших магистрантов в пространство университета, в пространство игры и интегрировать в сообщество, которое уже есть. Ну, чтобы не было такого, что каждая школа окуклится и будет жить в собственном маленьком мире. В пространстве игры было определенное такое взаимопроникновение школ между собой. Сейчас мы находимся в ситуации, когда университет, все вот игры, которые были направлены ранее на университет, они были направлены как бы внутрь себя на саморазвитие, институциализацию. Да. И сейчас, когда мы говорим о предстоящей игре, то на нее возлагаются уже более масштабные задачи. Попробую обрисовать их так, как я их улавливаю, однако они могут дополняться присутствующим здесь университетским сообществом. Я пользуюсь небольшой подсказкой от Татьяны Водолазской, которая предоставила вводную. То есть будущая игра проектируется из двух фокусов. Первое — это, я назову для себя. А вторая — это для мира. Этот фокус, он по-прежнему продолжает ту традицию игр, которая уже была заложена. То есть она направлена на развитие самого летучего университета. То есть мы уже раньше обсуждали место игры в университете, и была такая заложенная идея, что общеуниверситетская игра должна быть своеобразной кульминацией тех процессов, которые идут в летучем университете, тех интеллектуальных процессов, тех образовательных процессов. То есть это для кого-то это способ проверить наработанные теории, концепции в каком-то более широком формате, а для слушателей и студентов это возможность, скажем, проверить себя уже в бою, в каком-то интеллектуальном совместном действии общеуниверситетском. А с другой стороны, опять же, для себя это такое действие, которое возобновляет университет. Это такая самопрезентация, самоактуализация через игру. Поскольку летучий университет родился в игре, то игра есть его естественное состояние жизни. И на метафоричном уровне это как вдох и выдох. То есть мы вдыхаем на игре, а потом некоторое время живем. 5 лет не дышу. Да. Потом некоторое время на этой энергии продолжаем жить. И
наверное, третья цель для себя – это консолидация и участие всего университетского сообщества в таком большом проекте, ну или самой его активной части, то есть того, кто претендует на вхождение в такое активное ядро, которое стремится управлять развитием университета. Что касается второй рамки, то она хоть изначально и закладывалась в университет, что университет нужен не сам для себя, а в том числе для того, чтобы влиять на процессы, происходящие в более широком контексте в Беларуси и в мире, то тут, наверное, она лишь очень общая, потому что именно для того, чтобы сформулировать тему, с которой мы, и проблему, с которой мы выходим в мир, мы и собрались сегодня. Можно вопросы по ходу или какие-то? На самом деле я введение закончил, поэтому теперь можно. Может, из-за того, что вот я пропустил, да, заранее прошу прощения. Но вот как бы что вот, мне может быть не до конца понятно об этом введении, да. То есть игра это же всегда какое-то искусственное там, поле, место, время. А вот даже вот в этих вот рамках, то есть, и, соответственно, если мы хотим организовать игру, где там занимаемся планированием игры, мы так должны к этому искусственно и относиться. То есть к тому, что подлежит некой организации, выставлению там каких-то, не знаю, вешек, да? А вот когда вот, например, вот, рамка там для мира, то есть для меня она все-таки так, как вот ты говоришь, метафорична. То есть мир это что вот в этом искусственном отношении? Или вот когда ты говоришь там вдох-выдох, да, то есть вступительная игра вдох, там заключительная выдох, да, то есть это тоже вот как-то слишком, можно ли вот как-то внести конкретизацию, как вот в рамке? Единый язык микробиологии. Ну, не так уже. Вдох-выдох это было просто как иллюстрирующая метафора именно для себя, что она иллюстрирует то, что университет создан в игре и в игре существует. Соответственно, если мы не будем играть, мы перестанем существовать. Мы проиграем. А для мира? Мир это что? Мир, ну это внешний контекст, в котором мы существуем. То есть университет, ну тут я, наверное, могу попасть в некоторую ловушку. Мы в мире, университет существует в мире или мир существует внутри университета. Но в любом случае это определенная граница, которая проходит, вот есть мы и наше внутреннее устройство развития, а есть иные. Это по отношению к нам можно про это выбирать, кто эти иные. То есть это может быть белорусское общество, это может быть более конкретные субъекты в белорусском обществе, ну, те же там коллегиум или там... Я понял. То есть для тебя вот в этот мир это пока содержательно не наполнено, а просто как бы это же принципиально что-то другое, да? Или там что-то иное по отношению. Но по каким там характеристикам это пока еще как бы не определено. Для себя и не для себя. Куда Иван вообще это был фокус? Для То себя. есть раньше, допустим, игра формулировалась все-таки из внутренних потребностей самого университета. Что первое, что вторая, она была направлена на решение скорее внутренних задач, которые вставали в процессе университета строительства, скажем так. Сейчас это, в общем-то, позиция мира и другого, она возникает как, скажем так, запрос на то, чтобы под нас признали или
мы наладили контакт с внеуниверситетским миром? Или откуда вообще это фокусность появляется? И мы же не можем не признавать, что внешний мир существует. Можем и не признавать, в общем-то. Все зависит от того, что мы хотим делать. Ну, вот и если внешний мир существует, то дальше мы можем выбирать, как мы строим с ним отношения. Либо замыкаемся в себе и игнорируем его, живем чисто для себя, либо мы выстраиваем какую-то стратегию действий, которая в том числе может быть обогатить нас. Нет, Иван, все определяется опять же тем, что вы хотите сделать. Если Мы вы, например, занимаетесь своим глубоким внутренним миром, абстрактный факт признания наличия других людей, мира вокруг вас вовсе никак не мешает вам заниматься сугубо своими личными делами, самим собой. Поэтому вопрос в том, какая нужда для летучего университета сейчас вводить этот фокус. То есть это тогда осознанно, в данном случае, размещаемая рамка, осознанный фокус и должна быть некая прагматика. Зачем этот фокус размещается? Ну, как бы вы сами ответили на этот вопрос. Я понимаю это. Ну, вам внешний мир Я нужен? человек умный, я, конечно, могу придумать, но... А что придумывать? Вот ваша школа социальной аналитики существует в рамках летучего университета. Вот, можно сказать, вы уже немножко отгорожены от внешнего мира такой оболочкой летучего. Можно, конечно, ну, скажем, делегировать эту функцию защиты вас от внешнего мира там, более широкому сообществу, а можно ассоциировать себя с летучим университетом и задать себе вопрос, а что мы вообще по отношению к внешнему миру думаем и хотели бы предпринять. Собственно, это и есть тема данного собрания. Павел, Какая по-моему, звучит эта абстрактно. рамка, она была изначально. То есть она как бы, и даже вот в этой книжке, про которую Иван упоминал, да, она там не игнорировалась. Почему вот она, вы говорите, что она вот возникла вот только сейчас? Дискусія розгортується прекрасно, а можна одне маленьке питання, ну от по ходу. Я з анонсу зрозумів так, що нас запросили на вже якби озвучування теми першої війни, яку придумали методологи. Это было неправдой? То есть ніякої теми немає, ніхто не придумав? А как бы ты пошел? Я розумію, що можна приказати, а якби ти сам відказав на це. Нет, действительно, такой задачи прийти вам обзвучить просто тему не было. Цель это совместно выработать эту тему при небольшой фасилитации с моей стороны. Отказ принят. Отвечая Павлу, можно сказать, что все-таки такой банальный ответ, для чего существует игра мышления, для чего организовывать игру. То есть, учитывая то, что мышление коллективно, и возможно это в двух местах, это пространство, методологический семинар и игра. В рамках методологического семинара может участвовать, по сути, только там, методологическое сообщество, и другие школы как-то из этого процесса выпадают. Поэтому у методологического сообщества есть сомнения по поводу, существует ли мышление в других школах. Это рамка именовая, мы с ней уже свыклись. А вот проводя игру, мы можем убедиться. Когда создается ракурс мира, все-таки предполагается, что выход есть за университет. Тут рамка для себя сузилась еще от университета к методологической школе. Куда-то вы вглубь пошли. Слухайте, а от якби прозвучала прекрасна тема гульні, а чи існує мислення? Гоголя. Ну, Игорь, ты пошел. Я хотел всем помочь или помешать, не знаю. Когда мы на летней школе еще эту проблему обсуждали, то игра предлагалась, насколько я понял потом уже впоследствии, как, ну, как бы некая форма ответа как раз на внешние вызовы. Да, так же было, да, Татьяна? Ну, я, по крайней мере, так себе. Ну, исходя из того, о чем даже Да. Владимир Владимирович нам пытался рассказывать. Вот, по крайней мере, да. Поэтому
ну, эта рамка, ну, в смысле, этот фокус для мира, он в этом смысле, ну, уместен. У меня только вот тут другая проблема возникает. Не является ли вот эта вот игра для себя и игра для мира двумя какими-то разными играми? То есть невозможно совместить Да, в одной да, и игре, являются да? ли они, скажем, несовместимыми, да, в этом смысле. Сразу поясняю контекст, потому что я просто... Ну, у меня, да, то есть в чем ты видишь несовместимость? Как бы ты сам ответил на это? Предлагаю смотреть это как обязательную форму рефлексии на сценарий. Вот. Тут, ну, у меня какое-то есть подозрение, что либо мы, то есть, опять же, в каком-то смысле занимаемся вот этим вот воссозданием университета, либо мы, значит, опять же, вынуждены, значит, все-таки реагировать на какие-то внешние реалии, да, и это какие-то вот, как это, ну, не знаю, разные, не знаю, для меня это какие-то разные виды игры, хотя они, естественно, ну, как бы вроде бы связаны, да, но что-то тут... Ну, у меня есть очень простая как иллюстрация, как это может быть. То есть, вот, знаете, такие околовоенные игры, типа лазертаг, там, да, когда люди собираются побегать, поиграть в войнушку. С одной стороны, они играют внутри, эта игра работает на командообразование, то есть люди распределяются по ролям, кто-то лидер команды, кто-то командный игрок, сыгрываются как команда, а с другой стороны, они тренируются, возможно, к войне в такой игре. Социологи говорят, что нет. Классная аналогия. Потренировать. Ну, мне кажется. Социология большой активность. Ну, потому что игра, она может включать как внешнюю цель, так и способствует становлению тех, кто в нее играет, развитию тех, кто в нее играет. Но мы все-таки должны сформулировать вот эту вот, значит, цель этой игры или тематику, даже мы должны тематику сформулировать. Тему и проблему. Тему и проблему, да, да. То есть, чтобы она учитывала и то, и другое. Видите сразу тем, что вы уже на работе. Спешу разочаровать. Не Все, лукавьте. все, что у меня Что методологи что-то не наработали. Все, что наработано с моей стороны, это определенная табличка, которую я бы хотел заполнить, где тут вот субъекты, которые обнаружены в рамках летучего университета. А тут, ну, я придумал пока две только колонки. Это как они видят свою миссию, ну или предназначение, и какая для них главная проблема. Что? Ну, например, школа философской аналитики. Коллективные субъекты. И есть индивидуальные. Вот Вячеслав Бобрович, в принципе, тоже вполне себе субъект. С миссией там, обучить демократии каждого. А для чего эту табличку заполнять? Это такой полшага для того, чтобы выйти на какое-то общее обсуждение, чтобы могло быть общеуниверситетской темой и проблемой. Конечно, нам поиграть в масса и Средненькая найти будем консенсус. искать? Да нет. Я вам сейчас объясню, что происходит. Если вы не поняли. Да, семинаре. Да, потому что... Нет, ну, в принципе, на семинаре А как о ты сам нашем мире. ответил? Иван, он вам сказал в самом начале, что он пробуется на руководителя игры.
Вы это слышали, да? Не сказал. Сказал. Он сказал, я сейчас... Успокоиться, и он сказал, что уже... Да, ну, в смысле, вот он сейчас исполняет эту роль, ну, пытаясь организовать игру. Так, как классически происходит организация игры. Методолог ничего не придумывает заранее. Руководитель игры, который владеет техникой организации игры, организации коллективного мышления, которое мы приписали университету как нашу естественную часть, нужно встретиться с теми, у кого есть проблема, которую нужно решить в этой самой игре. Собственно, с заказчиком. Так вот, мы все здесь, в виде университетского сообщества, являемся пока малоразумным заказчиком, который мог бы заказать Ивану Веденину и его игротехнической команде университетскую игру, кого-нибудь. Вот и Иван пытается из нас достать ту тему и проблему, в которую нам нужно было бы сыграть. Интеллектуальный магазин на диване. Тогда вопрос. А кто тут не самоопределен тогда? Ну, кто, наверное, в каком смысле? В смысле, я так понимаю, что происходит встреча на высшем уровне. Да. Двух субъектов. Заказчика и организатора, и руководителя игры. Да. И тогда как-то я вот это самое с опозданием что-то не очень Не чувствуете себя заказчиком? Не чувствую. Начинайте осваивать. Платить вам не придется. Да. Платить придется. Ну так надо же как это. Цена-качество там, да. Платежеспособность клиента. То, что заказчик не самоопределен, ну тут ничего удивительного нет. Сидит толпа бессмысленных животных. А руководитель игры? Все покоится опять же на вопросе о том, что является ли вот сейчас сообщество, присутствующее здесь на семинаре, тем самым коллективным субъектом, который может заказать игру. Это раз. Нет, Мацкевич глубже идет. Что Да. является ли там введением? Да, вы же про самоопределение заказчика и самоопределение. Но я могу в силу опоздания чего-то не догонять. Потому что ты уже... Но тем не менее заход у вас такой был, да? Да. Потому что вот когда там я вижу табличку, понимаете, таблички придуманы для описания объективного мира. Ошибка всех предшествующих философов состоит в том, что они брали мир как объект. Да? Объективно. А задача состоит в том, ну и подход состоит в том, что мир надо брать как деятельность, чувственно, субъективно. Табличка-то пустая. Ну, пустая. Можно нарисовать ничего. Ты Бажович уже нарисовал, например. Важнее, то есть у тебя заказчик. С кем ты сейчас будешь разговаривать? Ну, вот как бы з перспективи школи, коли так, ну, уявлять, може бути, навскидку проблеми, які могли би бути як одним з заказчиком, от, сформульовано досить абстрактно, метафорично, зостаться в своей просторе. То есть як зостаться в своей просторе. Как простора якби і твоя, і в той же час Я переместить отчужена. свет в свой простор? Не. Ну это так, как кажется, что купили, зато и продали. То есть табличка, вот формулировка. Это как проблема? Проблема, так. То есть, вот, А что угрожает? такое неясно. Ну, щось погрожает. Все отчувают, что вот якби погроза есть. И может быть не одна. Можно попытаться поставить спектакль главным героем, ну, персонажем Георгием Сковородой.
которого мир пытался поймать, но так и не поймал, ну и, соответственно, там обустроить, как мир его ловил, если уж введены вот эти вот фокусы и аспекты. Ну и вот Бабков тоже говорит, как не дать миру поймать себя. Ну, трошки про інше. Ну тут это вот для себя, как не дать миру поймать, а внешнюю форму, як оборонить свою простору. Ну ти у максимально широкому сенсі кажеш, не про конкретну там, не имею в виду там школу, себе, особисто. Конкретно можно конкретизовать, но это будет другим кроком уже, потому что тут можно говорить и про интеллектуальную простору. Думаю, все отчуваем, что ты формы основания самой интеллектуальной просторы и основания у интеллектуальной просторы, и те практики интеллектуалов, яны под погрозой. Вот, причем под разными погрозами, то есть как бы и по формам деятельности, да, то есть классичная там лекция alebo курс лекции, вот она, ну вот, архаизуется, то есть она выпадает, и она не здольная вот эту интеллектуальную простору оборонить, быть, утримать, да. Вот Татьяна, ты сама сегодня говорила про театр, вот, когда треба кино снимать на подставе курса лекций и выкладать его. Ну и уже такое кино там. Вот я про это, что есть некие выклики звонку, может быть, от новой стадии развития цивилизации, от нового, ну, вот, новой якости социальности вокруг нас, от войны за переделы света и уплывов в эпицентре, якой мы міжволі знайшлися. Ну, то есть куча таких речей, посеред яких вот, ставится задача оборонить свою простору. А свою ты маешь на увазі Игорь Капу? Не приватную, а вот, ну, простору интеллектуальную, простору мышления, простору, ну, вот, как бы, простору, в якой есть... Ты зараз не про крах Академии, який наприклад, уезжают там записывая, что а просто вот в широком сенсе вот есть простора, в якой мы існуємо і яка наша, і в якой ми можемо розгортуватися і реалізовувати свої практики. Якби автономія і ось, ну, і з якої ми виходимо на гонки, там, ну, спробуючи там, дослідувати знешне, захоплювати, долучати до своєї простори. Там, тут вже трохи інше, да, бо я цілком, ну, можу ідентифікуватися з ліричним героєм, якого ти ось так репрезентуєш, да? Але ж ось мог би додати, ну, трохи інше, да, що так, оборонити свою простору, заховать себе як себе, але ж ну, у меня есть певные претензии до свету новогоднего, да? И агрессивное ставление до этого свету. Бог, я хочу не только заховать себе, а перевести до наступу на этот свет. Это другая школа? Владимир, это все обмярковывали мы еще на першій гульні, коли обмярковывали ту самую автономию университета. И она мусить быть башней со слоновой костки, где академики замыкаются и там нечем своим займаются, незразумело. Ті там в радикальном выгляде, где университет імкнеться розповсюдитися на гонки и забить мир навокруг себе. Ну, бачишь, мы можем, конечно, просто замкнуться у межах самовизначения себе, як университету, як организации, там, супольности и так далее, да? А можем просто по традиции университета глядеть на проблемы света, ну, больше шире, скажем. В университете так само обитают, живут громадяне. Да? То есть я такий неповновартісний громадянин, наприклад, коли там про сьогоднішній світ казати, відчуваю себе, ну, громадянином, позбавленим избирательных прав. Чому? Бо американці сьогодні, сволочі, обирають мені президента, який буде керувати світом. Мені не питаються. Только я как громадянин свету, я отчуваю себя позбавленным выборчих прав.
Ну, может быть. Может, у меня такая вот это самое. Вы своего года президента не выбираете, не слышите американцев. Ну, своего. Это уже, як я так розумію, Володя, версія отказа, оборонить свою простору можна тільки в екстатичних практиках, виходячи за свої межі і спробуючи істи до знешнього, переробляючи світ, якби ті, вгризаючися в тіло світа. Решили проблему. Ну, это ж, я кажу, мы это уже таким заходим, мы это уже обмярковывали. І коли сьогодні звертатися, ну я не ведаю. Ти пам'ятаєш, що вирішили? Я пам'ятаю, що ви вирішили застатися на, ось, на моменті вибору між тим і тим. Ну, просто з того, що каже Владимир Мацкевич, я розумію, що мне гэты ход подобається, і він зв'язаний не з тим, що ми вирішили для летучого університету 4-5 років тому, так? У тактично-стратегічному плані. А поширення гэтага питання ад супольності лятучого, принципового питання. Про сучасний світ і можливість гэтай аўтаноміі і нейкіх ходов. І тут для різних суб'єктів, напевно, для різної природи суб'єктів, по-іншому можуть розгортуватися відкази. І коли признати, що гэта проблема, сапраўды, не тільки особисте переживання ігор ці летучого університету, а сапраўды реальне питання, проблема пераўтварэння свету, соціальності чоловіка, політичних, соціальних стосунків, то тоді, для мене, гэта якраз гэта сполучення, ці вихід на межу, коли університет штось може організувати мислення по питаннях, по проблемах, які хвилюють не тільки його існування, але і сусвет, більш в этом моменте тільки один слабок. Чому гэта нас мусить клопотить, я розумію. Академіки там, в широкому сенсі слова, вони, конечно, зараз знаходяться у самой слабой позиції. Зараз, видать, самый слабый час для університету науки. І для позиції випускника дослідчика, тим більше гуманітарного дослідчика, гэта позиція, яку всі так чи інакше шпиняють. І яка зараз має найменше нейкі прагматичний, скажімо так, сенс у своїм існуванні. І шмат дзе ў свеце гэтае пытанне вырашаецца просто. Просто закрываюцца факультэты, зачыняюцца спецыяльнасці і гэтак далей. І, конечно, для нас гэтае пытанне, як захаваць сабе, як не перарабіцца ў нейкіх, напрыклад, менеджераў па нейкім інтэлектуальным пытаннях пры бізнесе ці пры чым-небудзь іншым. І для нас гэта пытанне, для нас гэта праблема. Вось ці будзе гэта праблемай для кагосьці іншага? Захавання нас не будзе. Захавання нас дакладна не будзе. Калі толькі мы гэта звяжам з чымсьці іншым. Ёсць два прыклады, прынамсі, я б могла казаць пра две сферы, у якіх, як мне падаецца, блізкае да гэтага пытання, паўстае. Першае звязана з індывідуальнасцю чалавечай і звязана з гэтымі лічбавымі тэхналогіямі і тым, што абмяркоўваецца пра гэтай захавання індывідуальнасці, аўтаноміі чалавека, калі ён уключаецца ў гэты лічбавы свет і фактычна яму пастаўляюць ідэнтычнасць, разуменне свету і гэтак далей. Гэта звязана з гэтымі дадзенымі, з фармаваннем вакол нас гэтай лічбавай супольнасці, і там таксама гэта праблема паўстае. Ці застаешся ты сам сабой у гэтым новым свеце, Іван, мне падаецца, што гэта неяк абмяркоўвалася прынамсі на тых жа дыскусіях з айцішнікамі і тымі, хто працуе з вялікімі дадзенымі, так? І гэта на ўзроўні, у адной сферы, на ўзроўні індывідуальнага чалавека, і гэта весь свет стаіць перед гэтым пытаннем. Як яшчэ раз пытанне, ці застаешся ты сам сабой? Ідэнтычнасць чалавека лічбавай эпохі. Да, ідэнтычнасць чалавека пры сітуацыі лічбавай эпохі, калі твоё светаўяўленне фармуецца праз тэхнічныя сродкі. Ты пэўным чынам считываешься, і потым весь твой свет, ён фармуецца ўжо тэхнічна, ввогуле незразумела кім. Там был еще интересный разговор, что эти
новые технологии, они в руках авторитарных систем, они приобретают очень ну, репрессивный характер, то есть как бы тотальная слежка, там, ну, там якби шмат розвороту, ну принаймні ось це нерозуміння, Так а для кого это проблема? ну, тот, кто хочет сохранить свою автономию. Не, ну разумеешь, для адзінків это может быть проблема. Ось там, наприклад, Іван Відінін вельмі заклопатився тим, каб не быць там ахвярай лічбавай эпохі, і там яго ідэнтычнасць захавалася. Ось для якого калектыўнага суб'екта это може быць проблема, якую б яны хотели вырашыць на системном узроўні. Мы сейчас не должны искать какой-то коллективный субъект, Мне здається, кроме це себя самого. суворою критику вже почали. Ні, ну, всіх. ось Ми я тільки принаймні от розумію, нараджаємо це яєчко що проблеми, тема, да, а ти вже з молотком став, б'єш і б'єш. Ну, і потім, Я сподіваюся, що це золотое і не розоб'ється. а як відказувати на це питання, Павел? Ну, коли, наприклад, я скажу, і я так само лічу цю проблему свою, да? Значить, нас уже трьох. Давай Денин и я. Кто долучается? Кто будешь четвертым? Що ти вирішиш? Ну Четвертий, так вот п'ятий? я и пытаюсь у тебе, да, як отказать. Бо перше, ну, фальсификация. Я чому гэта питаю, так? Тому що заявлений фокус ось гэтага для свету. Для свету это означает, что недзе ў свете Есть ты, кто? Я уточню, Я так тогда. ніколи не розважаю. Ніколи. Бо, блин, мне плевать на то, хто так жив у світі. Мне свет даден як свет. Цалком. Я ёсць я. Супраць гэтага свету. Ці разам з гэтым светом, да? Ці ў гэтым свеце. Я шукаю сабе месца у свеце. Ці стаю рефлексивную позицию адносна свету. И так далее. А что там кто есть? Там так шмат рознага ёсць. Что, блин, навошта мне ведаць Для вас фокуса тады няма. Якая вам розніца, ці ёсць гэты фокус? Ну, ёсць. Вось глядзі, якая штука, вось у мяне зараз клапоціць, там, апошнія там пару тыдняў, можа, да. Значит, памятаеце, в прошлом году, ну, да, 200 год беларускага мыслення. Ну, был такая инициатива. Я зараз гэты год маю як инициативу. Год беларускага мыслення. На гонке, гонковый свет, была выкинута обвестка, что гэты год от беларускага мыслення. Что нам сказал на гэты гонковый свет? Вот отрымались на тиражи, Не год, не мысление, не белорусского сказал. И мы потрапили в ситуацию обороны властной просторы. Да? Наш год стался нашим плацдармом, нашей просторой. Мы ее обороняли. Да? Вот она, скажем, неким еще обводом становится. И мы перетворили год как часовую категорию, ну, категорию просторы. Мы ее начали оборонять. И не просто оборонять, а еще захопили частку свету. Утягнули в эту простору за гэты год некую частку свету, и не только. Спочатку нам тлумачили, что это ваша справа там летучего университета. Мы отбивались от того, что это не только летучий университет, а еще и коллегиум, а еще там еще кто-то и так далее. А то мы пожирали эту простору и вот, знаете, с светом некую там деятельность мели, некую гульню вели. Может быть, это самое, вы бачили в Фейсбуку, я зараз спознился за этой нагоды, да? Я просто кинул реплику. Какая звучит? Вот антикоммунизм. Кто подписался под этой згоды? Попрович, то еще несколько людей. Да? Вот уявим себе, что летучий университет, это уявим, я не пропоную. Да? Уявим себе, что это справа летучего университета. Летучий университет. Починає год антикомунізму. Треба висунути пропанову, так само світу. Ось ми обвіщаємо.
Глядите, год белорусского мысления обвестить, это одна справа. Ну, вы подписались это несколько год тому, что вы тут, будете мыслить. Не все згодны з гэтым, не все разумеют, что это такое, але ж, ну хай себе. Да? Хтосьці гандлюе там пирожками, хтосьці гандлюе там, не ведаю, ведами. Да? А это ткнуться там щось з ведами, там, комусь пропонувати. Нікому не потрібно, ну і хай себе корпуються. Да? Вот. А это ж іншая справа. Зовсім іншая справа. І я тоді думаю, ну цікаво, ось літучий університет тут был, да? Літучий університет обвіщає год белорусского мышления. Гэты год ператвараю в свою простору. Пачынае з гэтай просторы, ну, з одного боку обороняць, а з другого боку там наступ на свет. Да? Вот. Час, простора заходзіцца ў гэты речі. І літучий університет ужо як стварэнне пэўнае, да? Як нейкая корпорація, там, супольнасць, арганізацыя, ну, скажем, быў здольны на тое, што здольны. Да? Пэўныя якасці, здольнасці, там, характарыстыкі былі дастатковыя, каб вось, абвесціўшы год беларускага мыслення, цэлы год выстаяць. Да, в гэтым сэнсе. А з гэтым як? І тады я параўноўваю якасці, там, критерии, факторы летучего университета. Тут летучий университет был один, да? Тут два. Я пошираючи, ну, проводячи эскалацию гульни, пытаюсь, ну, не цікаво, а ці здольні ми будемо з гэтага зрабіць. І я б хотів гэта погуляти. Бо тут я выступаю не як методолог, кіраўнік гульні, да? А ўжо такі паглыблены культурны палітык, аб'яўляючы нешта, абвесціваючы нешта свету, я становлюся хутчэй гульцом і дзеячым, чым методолагам дзеяння. І мне тут патрэбна расслаіцца, мне патрэбен тут методолог, візаві іншы, які дапамог бы мне справіцца з усім тым комплексам праблемаў, якія паўстаюць вось пры пераходзе ад гульні 1 да гульні 2. Так я не зразумеў у дадзеным выпадку. Чаго? Ну, асноўнае, відаць, чаму для вас не мае значэння, ці ёсць звонку нейкі калектыўны суб'ект, які падтрымае вашу гульню, ці яго там няма наогул. Потому что идея дзеяння мы навязываем, а там пользуем. За свои 60 год, да, што-нішто про гэты свет даведаўся. І вось адна з высноваў, да якой я прыйшоў, назіраючы за гэтым светом, расследуючы яго, да, што ў гэтым свеце ўсё рознае. І нічога падобнага ў ім няма. І тады толькі нейкае інфармацыйнае, энергетычнае кідванне, імпульс, дзеянне прыводзіць несамавызначаныя элементы гэтага свету у нейкі рух. Хтосьці рухаецца насустрач, хтосьці рухаецца ў іншы бок. І тады маё гульнёвае ці дзейнаснае дзеянне, акт дзеяння, ён прыводзіць да пэўнай структурызацыі. Структурызацыі вось той часткі, да якой, першае, ну, дайшло маё паведамленне. Бо яно магло ж, і да большай часткі свету яно ніколі не дойде. А кагосьці дайшло, яны нейкім чынам абудзіліся, нейкім чынам занялі пазіцыю адносна гэтага паведамлення, адносна гэтага факту, які ён кінуў гэты свет. І тады я працую толькі з тымі, хто пачуў, не толькі пачуў, адгукнуўся, і адгукнуўся пэўным чынам. І тады мне патрэбна вырашаць ужо, з кім менавіта з тых, хто пачуў, адгукнуўся, да, я буду працаваць. Гэта все зразумела. Ну все, я думаю, што... Гэта момант палярызацыі, які вы робіце, прыносячы сваю прапанову, як нейкае такое электрамагнітнае поле, якое гэту палярызацыю зробіць. Ну да, і вось я тут таксама маю справу са светом, да? Такі мне невядомы, бо я павінен да яго ставіцца
як да невядомага. Ну, бо ён вельмі розны, да? Таму, як я накладу сваю веду там канкрэтную на яго, да? Это будзе ўжо не сапраўдны свет. Это будзе моя картина свету, там, проекция на свет, да? И свет будет поводить себе неотповедно тому, что я ему пропоную. Чего я от него чекаю. И самое правильное ставление до свету ставится до его таким менавіта чином. Я не ведаю, як ён адгукнецца на мою пропанову. И вот, зараз я зрабіў гэтую пропанову про год антикоммунизму, да? Ну и 10 там, скажем так, 100, не ведаю, колькі там докладно зараз, да? 100 человек отгукнулись ну, самым простым, самым ну, таким невыразным деянием. Да? Я попросил перапост. Вот больше за 100 людей зрабілі перапост. Зараз я честный человек, повинен на их жениться. Яны зрабілі то, что я их попросил. Я уже несу полную отказность. А что я далее с ними буду робить? Владимир, зробите эксперимент. Обвестите год пастафарианства. У вас перапости приблизно такой же колькость людей. Нет, я зробив то, что я зробив. И зараз я опинився в ситуации. До того, как я это зробив, ніякої ситуації, ну там були інші ситуації, немагчимо було в ситуації. Зараз я в ситуації. Літочий університет, існуючи 6 років, ці колькі? Ну 6, да. 6 років, нарабіўшы шмат чаго, выкінуўшы ў гэты свет шмат паведамлення, апынаецца ў пэўнай сітуацыі. Хто ведае гэтую сітуацыю? У нас усіх пра гэта вельмі розныя меркаванні. У нас ва ўсіх пра гэта вельмі розная інфармацыя. Мы стасуемся, маем там пэўнае дачыненне да пэўнага кола людзей у гэтым свеце, да, і таму яшчэ маем вельмі розныя уяўленні, вельмі сціплыя, вельмі малыя уяўленні пра тое, што мы ёсць у гэтым свеце і што свет для нас. І яшчэ не ўзгодненыя. Таму, каб працягнуць свядомае існаванне, свядомае быццё ў гэтай сітуацыі, нам трэба даведацца пра сітуацыю. Нам трэба прааналізаваць яе, нам трэба вылучыць там праблемы, і нам трэба прыняць пэўнае рашэнне, як паводзіць сябе далей. І вось для гэтага ўсяго мне асабіста гульня была патрэбна. Прычым гульня не тую, якую я праводжу, а каб хтосьці правёў для мяне гэтую гульню, як для дзеяча ці гульца. З гэтага моманту і задаю пытанне, бо калісьці, калі мы наогул гэту ідэю лятучага абмяркоўвалі, у нас якраз была дыскусія тады наконт таго, адкуль павінны гэтыя запыты ўзнікаць. Бо ў гэтым тым, што казалі, ёсць і вялікая праўда, вялікая спакуса. Гэта такі трохі платанізм, в тым сэнсе, што мы тут якраз ведаем і можам сфармуляваць тое, што насамрэч ёсць найбольш актуальныя праблемы сучаснасці. І, адпаведна, мы, канешне, знойдзем у навакольным свеце тых, хто так ці інакш адгукнуцца на наш заклік. І мы можам лічыць, што гэта і ёсць, в прынцыпе, тое, што адбываецца ў гэтым свеце, самая яго асноўная частка. А калісьці мы абмяркоўвалі, што запыты павінны прыходзіць хутчэй адтуль, і што лятучы універсітэт мусіць рэагаваць не толькі на тое, што робіцца ў ягоных сценах, а нейкім чынам рэагаваць і на тое, што прыходзіць да яго звонку, і інтэграваць тое, што прыходзіць звонку ў якасці нейкіх, момантаў сумяшчэння внутранога і вонкавага запыту. Ну, не важно, хто там прыходзіць, патэнцыяльны стейкхолдер, ці патэнцыйны замоўца нейкага даследавання, напрыклад, ці чагосьці іншае. І вось у яго ёсць праблемы, сапраўдныя, рэальныя праблемы, з якімі ён сутыкаецца ў сваёй практыцы канкрэтна. А мы тыя, хто, в прынцыпу, можам штосьці з гэтымі праблемамі яго дапамагчы рашаць. І гэта была адна сітуацыя, у якой мы меркавалі наконт... У мяне ніколі не было такой сітуацыі.
Я кажу про то, что это было обмягковывалось. Слушай, а можно вот вернуться на крок назад и вот до этого года антикомунізму, я так само бачив этот пост в Фейсбуку, але поскольку я уже зараз эта тема вынесена на огульне університетське міркування, мені здається, що тут потрібна така легка герменевтична корекція формулировки. Потому что все мы разумеем, что гутарка йде про год развитания с коммунизмом. Да? Формулировка год антикоммунизма, яна наоборот фіксує гэтую жорсткую оппозицию антикоммунизм-коммунизм и захоўвае коммунизм у якости такого легитимной частки вот гэтай вот як бы уже гиперструктуры. То есть антикоммунизм это та же самая позиция, з якой треба развитываться в пошуках Ты пошел у змест. Так, а Васильевич показывал... И мне тут навіть можно было пропанову Павла принять, да? Там вот там шерых шебуршанчиков. Неважно. Я кажу, знаешь... Можна, гэта само, в сенсі сама технологія, што мы, якби, ёсць тое, што хвалюе нас, гэта выкидываецца ў свет, і мы, якби, свет структуруецца вакол. Причем потым Шебуршанчик, на пэўным кроку. Бо потым змест стане вельмі істотным. Ну так. Да? Потым. А зараз я просто описываю ситуацию, у якой я адчуваю свет, да? Які мае дачыненне да мяне. Не тое, што хтосьці ў гэтым свеце мае пэўную праблему. Я стварыў сітуацыю, і толькі я і мае абставіны, вось гэта тое, што робіць мяне, да? Робіць мяне чувальным да таго, што адбываецца ў свеце. Я зараз, апынуўшыся ў сітуацыі, я чую штосьці ад света, адпаведным чынам, як я, а не это самое неведомо хто. І не толькі чую, што свет мне на гэта адказвае ці гаворыць, а я яшчэ маю пэўны выклік і абавязкі. І тады это моя сітуацыя. Ці наша, напрыклад, калі хтосьці з гэтым пагадзіцца. А калі няма сітуацыі, то ўсё абстрактна. Мали, хтосьці там мае нейкую праблему, а хтосьці там чымсьці заклапочаны. І хай собі. Добра, калісьці я базово апеляваў Татьяну, і гэта быў першы пункт наконт чалавека лічбавай эпохі, а другі... У гэтым сэнсе, мне падаецца, што тая праблема, якую агучыў, ці тэма хутчэй, это нават можа яшчэ не дэфармулявана да праблемы, нейкая тэма, якую Ігор агучыў, яна, не толькі там ува мне адгукаецца, але, я як бы бачу, як яна, першая адгукаецца, як мне падаецца, з даволі знешнімі ад непасрэдна летучага універсітэта абставінамі. Гэта з лічбавай эпохі, і на гэты конт людзі працуюць, абмяркоўваюць, спрабуюць стварыць гэтую этыку, і гэтак далей. То бок ад прававых элементаў да, гуманітарных. Другі бок, мне падаецца, той жа праблемы у агульным выглядзе. Гэта сучасныя дзяржавы і вось гэтыя ўплывы. І тая ж Расія выстаўляе на сёння, спрабуе захаваць сваю аўтаномію. Вось такімі метадамі, якія яна спрабуе захаваць. Што адбываецца з менш ваяўнічымі і іншымі, больш разумнымі, незразумела, можа менш разумнымі краінамі, грамадствамі, народамі, гэта таксама пытанне. Пытанне вось гэтага пранікнення, магчымасці захаваць сябе Брэксіт, захаваць сябе ад уплываў, ад якіх немагчыма захаваць, і гэтак далей. И это абсолютно инший бок. Послушай, этот вопрос принципиальный Барковского, да, что ты Гекубе, что тебе Гекуба, он сохраняет актуальность. Какое нам дело, до дигитального мира и до дурацкой этой самой позиции России? Нам-то чего? Нет, для меня, что делает тебя этим, кто на это обязан реагировать? Знаешь, в мире много чего.
Нет, так, В науке много... нет, почекайте. Не дигитальный человек и Россия, хотя, ну, это так самое. Ну да, что ты про это рассказываешь? Это круто. Я кажу про это, як про те, що мене може хвилювати на узровні там, ну, питання там, летучого університету, академічної супольності і там інтелектуальної, я розумію, що ну, це більш широка проблема, і вона, ну, я так бачу, як вона відбувається, тільки і все. Це просто значить, що викинувши цю проблему у світ, я перечуваю, що ее надо укнеться. То есть, ну, там. Ну, это Подгорин же задал вот эту растяжку, да, то есть противопоставляя эти две рамки. И Таня как бы я понимаю. А? Я Подгорина часто с трудом понимаю, поэтому если ты не объяснишь, что он сказал, то я... А вот Таня поняла. Слушай, я, наверное, живу в каком-то совершенно другом мире, да? Я общаюсь с какими-то очень странными людьми. Ну, например, Лукашенко мне говорит, да, что те реформы, о которых ты заботишься, мы делать не будем, потому что наш народ не готов к реформам. Я говорю, блин, правда же, не могу не согласиться с нашим президентом. Блин, не готов. Потом приходит Рудый, Кирилл, да, и на форуме, на котором я не был, но за которым как бы посматривал, да, говорит, слушайте, нам экономисты нахрен не нужны в этой стране. Ну кому нужны экономисты, когда реформы не делают? Зато социологи, он говорит, нужны. Я смеюсь сначала, потом дочитываю дальше. И он говорит там совершенно какие-то глупости, типа того, что социологи нужны, чтобы работать с бессознательным. Нет бессознательным. Там, ну да, вот какая-то такая фигня там написана. Я вчитываю, перечитываю еще раз, как бы это все, пытаюсь разобраться там и, наконец, понимаю. Ага. Он говорит, то же самое, что президент. Он говорит, народ не готов. Да? У него есть там установки, у него есть еще что-то такое. Но, будучи недоученным, в общем, в гуманитарном плане человеком, он почему-то называет это бессознательным, адресует это социологам, да, и так далее. А, говорю я, что он имеет в виду? Он имеет в виду как раз структуры сознания. А? Культурную политику. Ну, примерно. Ну, примерно. Да? Он говорит, понимаете, чтобы начать реформы, а он объявлял, книжку написал там, и так далее, да? Надо подготовить, ну я буду другими немножко словами, надо подготовить общественное мнение, чтобы общественное мнение захотело реформ. И тогда президент скажет, у нас же деятельностный президент, как бы, да, раз народ хочет, он супротив народа не попрет, как бы, да? Тогда я думаю, вот интересная, блин, задачка, да? Спрашивается, какое я отношение имею, блин, к этому дурацкому президенту и к этому еще идиоту Рудову. Ну, блин, ну вот представлю себе, что президент начнет готовить народ. Я уже даже как-то писал в Фейсбуке, что дело не в том, что народ не готов, а дело в том, что вы его готовить не умеете. И представляю себе, что президент завтра издает указ. Там, народ, готовься. Ну еще какую-нибудь такую. Будем водить. Да? Он не может этого сделать. Он послушный народу президент. Потому и президент, что, блин, слушается народа. Да? Отлично, Рудый. Помощник президента, там главы администрации, ничего что такое, да? Представляю себе, как Рудый может начать готовить этот самый народ, как бы. Он же тоже не умеет. И тот поэтому говорит, блин, каким-то социологам, каким-то журналистам, СМИ там адресует эту штуку. И тут я чувствую, что, блин, что-то меня задевает. Я ж как бы среди тех, кому называют другими словами, неправильными словами там, и так далее. Он делает мне вызов. Готовьте народ. Он делает мне вызов. Теперь дальше. Это я-то с ними разговариваю, как бы я их слышу, да? Но они-то меня не слышат. Как с телевизором. Ну да, я как этот самый чувак с телевизором разговариваю. И вот теперь мне надо, значит, если я почувствовал вызов. Понимаете, вот в чем разница? Услышать, блин, какую-то херню про эти самые бигдейты, да, и цифровые там какие-то ерунди, да, и почувствовать вызов. Совершенно разные вещи. И вот я чувствую вызов. И мне не имется.
Потому что у меня есть ситуация, у меня есть обстоятельства, у меня есть миссия, в конце концов, которая там в табличке у Веденина есть и так далее. Да? Я обязан что-то делать. И вот тут, только в этом месте, когда все это то, что я рассказал, я прокручиваю у себя в голове, только в этом месте я говорю, блин, у меня такие проблемы. А до этого никаких проблем у меня не было. Жил себе спокойно. Закон о тунеядстве меня не касается, я уже на пенсию вышел. Там. Ну и так далее, и так далее. Много чего в этом мире меня вообще не касается. А вот это, блин, касается. Ну это меня. Вот теперь я думаю, могу я доверить Веденину организовать для меня игру, чтобы решить такие мои проблемы. Какие у вас проблемы сейчас? Боитесь для вас никого нет на этом месте. Главный ответственный за это место. Вот и проблема. А давайте ще дві школи послухаємо Павла і наших историков Олега. О проблемах, в смысле? Ну так, как запомнить табличку до конца, когда уже мы так. Сегодня тему. Ну, зараз. Конечно. Вот сейчас это. Можно Вот треба про самое, подготоваться. да, про самое. Про самые актуальные Сокровенное, проблемы. да. Сокровенные. Я ще кажу, що навіть не рихтувався. Бо міркувалося, що менавіта вже не план есть, треба його тільки подкорректувати. Подписать. Делать все планы, которые есть. Ну, вы же закончили школу, там целый год вели, как бы. Я не Розумієш, зрозумів. Іван? Вам треба все темп подкинуть, я просто не зовсім таку ідею зрозумів. Не нам, а себе, что Табличку, как да. школа. Олег, не просто тему, тут треба проблему обозначити. Таку проблему, яка мусить вирішати весь університет, це навіть не проблема школи. Да нет, По великим Слушай, разумам. вот это проблема уже его, Веденина. Да. Да, это проблема, потому что это каждый не из нас складно. может Проблема оказаться- водолазка не видит, с батареей. Нет, это водолазка это становится потом, если Веденин проваливается. Ну так это уже мы упомянули. А так работала там целый год школа магистров игры. Да, вырастили человека, который говорит, да, я готов взяться за проведение игры. Потом ни хрена не получится. Ну, мы говорим, блин, школа не состоялась ни хрена. Но это потом. А пока что все собрались, соберитесь все. Да, пусть он сводит мои проблемы Дерновича в одно. Да, вы о своих проблемах. Я, наприклад, готовий допомогти історикам, тобто вони Фундаментальная проблема, скажем, в тим дискурсі, який ми как бы здимаємо. Небезпека проблеми спадщини. Розумієте, ми займаємося розриванням могил. Вот Шевченко есть такий вірш. Розритая могила. И что мы там здобываем? Разумеете? Ці мусимо стримлюватися, ті придумлять історію, як закликає Олесь Красевич тепер вельми активно в народних пляцовках. От, розумієте, ми скажемо, ми там обмірковуємо які позитивістські підходи. Ну, величина мачты, литры Е, переход от полустава до скорописи. Вот. А от нас потребують, давайте займатися формуванням нації. Ну, на уровне історичної концепції. І для тих, хто якби ще не займається історією професійно, то такая, конечно, проблема и дилемма існує. Я, может, до конца не схватил, то есть извне идет запрос на историческую науку, как, ну, типа, формируйте нацию, да, с помощью истории.
А вы изнутри, как, почему, ну, Калі эфектна гэта сфармуляваць, то гэта праблема маўчання мінулага ці маўчання спадчыны. То есть сама по сябе спадчына альбо мінулая нічога нам не расказвае. Вот яна ляжыць гэтымі косткамі разрытыми в могилах, да, и она сама по себе, она уже вот как да, что она лежит. И альбо мы мусим говорить за минулое, и в этом сенсе рассказывать там и казки, и истории, там, и принимать на себе отказность, вот за формование там идентичности, альбо мы мусим покинуть костки в могилах и ну вот слухать гэтае молчание. Проблема в том, что надо выбрать, да, какой-то или... Нет, ну не то, что выбрать. Тут нават не про выбор проблема, а то, что есть выклики вонковые, ну, есть некие свои выявления. Вот есть диссонанс. Да, проблема не есть диссонанс менавіта вот для человека, ну для доследчика. То есть я бы назвал это, что история вот в ранейшем вымярэнні памёрла навуковым, як наука. Нет, вот это да, ты и переживаешь, что не хочешь, как она померла. Это тоже спадщина. То есть она перестала в таким выгляде выконывать роль там подмурка идентичности, да? А уже для подмурка идентичности на сёння потребуются некие іншие формы ну, вот, какого-то историчного нарратива. Олег-то хочет займаться тем, чем он хочет заниматься, а ему кажут, стварай там нацию. Ти там стварай наративу, там, правильной истории, правильной нации. Там, як Маскевич его закликал, стварай там послов ВКЛ, там, те когось, кто будет змагаться за спадщину Беларуси. Для его это проблема, заставаться у своей комфортной для его статусной позиции, ну не только статусной, но в позиции. Ось займацца гэтымі справамі, якіх ён не вельмі ўпэўнены, што гэта трэба рабіць. Я пригадав сьогоднішню історію. Сьогодні у нас було посвідчення відділу, підсумування года. Тим ліку нові аспіранти прийшли на спеціальність історії філософії. Ось, і сидить хлопець такий, з японською такою коской, шафа така. Ну, і новий аспірант, ми всі гадаємо, с какой же темой и откуда он до нас поступил. И пытаюсь в открытую, и все не мнутся, там, потом это мы там расскажем. И сам он видовочно не хочет ничего рассказывать про себя. Но я уже тихенько ему кажу, что за тема? Ну вот я не ведаю, там я еще думаю, ну а с какой там поступал? Ну, философия спорта. А что скончал? Ну, физкультурный институт. Я хоккеист вовремя. Скажем, меня хоккей цікавить. Ну, вот, уявите себе, да? Умовно кажучи, храм історії білоруської думки з фантастично насиченою традицією, там Конан, Майхрович, фантастично цікава історія, да? І от вся країна скончается, ну то есть вся эта история скончается хоккеистом, який приходить, поступает не тому, что он выиграл конкурс там, а тому, что конкурса нема. Потому что один, хто хоче протягивать там к истории белорусской думки в форме философии хоккея, это вот хоккеист с... Может, он хороший хлопец, мы же еще познаемимся, и он там, походу, вы ему придумаете другую. И это навод не там, скажем, розница между Карацевичем и позитивистами. Да? А это просто вот такая радикальное обсечение в околе всей традиции интеллектуальной, якая была до этого. Олег, чтобы я вас вообще понял полностью. Я понимаю, что вы мучаетесь каким-то несовпадением там, внешнего там, и внутреннего. Не, я не мучаюсь, я фиксую. Ну, Гэта, до речі, можна було б зв'язати з тим, що казання ігор, коли так поспробувати казати. Тобто, ось є некая, наприклад, ну як я зараз це інтерпретую. Вы хотите вместо Олега рассказать, в чем он... Ні, я спробую зв'язати з тим, що казав раніше Ігор, з тим, що казав зараз Олег. Коли вас це цікавить?
Коли не цікавить, я могу не казать. Но я бы хотел сначала все-таки от Олега услышать, вот если бы он жил в идеальном мире, как бы он видел свое предназначение и миссию как школы ВКЛ и то есть чем он занимается. То есть если бы вот Не, ну тут про ставили идеальный внешний свет мир- не ведется. Ну, мне видите, как разностайность. Я хочу чуть и читать разные погляды, разные концепции. А мы маем такий громадский виклик, без розниці, з яким знаком, плюс чи мінус, що країні потрібен чугун. Розумієте, а ви займаєтесь там ферросплавами. У нас легкая позиция, мы просто окучиваем свои проблемы, а мучиться приходится уже вам, Виктор. В принципе, да. Что с Бертом Я просто хочу услышать, потому что я вот даже не мог схватить, окей. Не, ему же понять это надо, в принципе. Да. Поэтому... Ну и как он может это сделать? Только в диалоге. Вот если бы я сидел на том месте, что бы я сделал? Топали бы ногами. Ну да. Конечно, все видят, как я топаю ногами. Что я делаю? Я сижу сейчас на своем месте. Еще одна школа засталась, Павел. Ну и плюс, просто уже скончить надо. А за всеми теми концепциями, які формулюються, колоссальный отказ. А вы все-таки формируете концепции? Не, так апошніх ще 20 століття. І, в принципі, на, так скажем, і ахвяр з цієї концепції багато. Ви по концепції, які про чугун? Ну да, чугун. То есть вот что мы повинны дать чугун країні. Зрозуміло, там є отказ. Який чугун, такі то і отримали. Ні, тут... Заказчик чугуна, наверное, несет ответственность. Ні. Нет? Я думаю, і той, хто виробляє чугун, так само. Половичик для Мартена. Да. Значить, коли мені дозволить все ж таки прокоментувати, я бачу, чим подобенство того, про що казав Ігор, і з тим, що каже Олег, при тим, що, звісно, зовсім не подобні промови. Ігор казав про те, як нам заховати свою простору. Я бачу в гэтым нейкі перагук з тым, што кажа Олег. Вось, напрыклад, ёсць такія всякія там гісторыі, тым больш гісторыя Беларусі. І гісторыкі там ўжо маюць сваю традыцыю, чым яны там займаюцца. Для іх фантастычна цікава параўноўваць паўстаў з уставам, там, шукаць, чым адзін палімпсест адрозніваецца ад іншага, і ў гэтым яны маюць сваю прагматыку. А тут да іх прыходзяць і кажуць, што на такое мы там ні грошай не даем, ні падтрымліваць такое не хочам, наогул гэта не цікава сёння. Займайцеся тым, што можа быць цікава нам зараз тут. Ось там, не ведаю, прапануйце нам некую прывабную канцэпцыю нацыі, ці там, як казалі, там, беларускую нацыянальную ідэю нам стварыце. Ці стварыце нам яшчэ што-небудзь такое ж важнае, падставовае, за што б мы маглі грошы плаціць. І тады, калі яны пойдуць на гэта, можа гэта і будзе неяк там упісвацца ў рэчышча таго, што яны самі для сабе робяць. Але фундаментальна, канцэптуальна, яны згубяць сваю прастору. Яны гуляюць ужо па чужым правілам, і яны наогул жывуць нейкім не сваім толькі жыццём. І для іх гэта праблема, можа быць, в гэтым сэнсе. Захаваць сваю прастору ў тым выглядзе, якую яны звыкліся лічыць сваёй, гісторыю такой, як яны прывыклі бачыць. Ці зрабіць яе менавіта, не ведаю, ідэалогіяй, там, нацыятворчай міфалогіяй ці з чым-небудзь іншым. Можна зрабіць гэта з гісторыяй? Лёгка.
терабитик это им. Это для них может быть проблема. А в рамках летучего университета в этой школе над вами тоже все это давлеет? Ну, у нас є слухачі, наприклад, які да, потребують ясно відказу. То есть слухачи как народ у Лукашенко И требуют. готовы, да? Слухачи вы же сами набираете. Вы же... Ну, а чому не набирати? А чому їх не набирати? Он институт философии тоже набирает себе аспирантов сам. Хоккеисты. И приходят хоккеисты. Ну, да. То есть вы хотите сказать, что по сути дела вот даже вот в этой ситуации выбора его фактически нету, да? Или... Ні, так ніхто не казав. Ну, по сути дела, как бы нету на эти вот там позиции аспирантские, да? При это всем- нет. Вот ты как-то странно рассуждаешь. При чем тут аспирантские позиции? Не, ну просто как при связать? том, да? Потому что как бы можно было не брать того Вот, аспиранта, да? вот, это опять, хоккеист. поставь себя на место Ивана, да, и что он должен делать сейчас. Вот есть Дернович, да? Кто-нибудь скажет, что Дернович не специалист в тех вопросах, которые вот он преподает, читает и так далее. Нет, конечно, Никто не скажет, как бы, да? Говорит, понимаешь, какая штука? Я специалист, я знаю, что надо делать. Я умею делать то, что я умею делать. А? Приходит Маскевич и говорит, слушай, Олег, мог бы ты школу тут в летучем университете организовать? Легко. Да? Я кликну, придут слушатели и будет Лекции вам будете школа. читать? Я говорю, понимаешь, мне же не любая школа нужна, это я ему говорю, да? Не любая школа нужна, а школа по выплавке чугуна. Он говорит, нет, понимаешь, какая штука? Я-то расплавы умею делать. Да? Вот такие проблемы. Значит, проблема состоит в том, что мне нужен чугун, а он имеет ферросплав. Специалиста по чугуну я не имею поблизости, а школу хочу в летучем университете. Тут говорит, у меня как это, ферросплавы. Говорю, нахрен мне твои ферросплавы, когда их буду девать? Да. Ну так и делай школу, как бы, да? Он начинает делать. Вдруг получится. И у него, Подождите, получается, подождите, а кто в итоге согласился? Вы на ферросплавы или мы перестали разговаривать в результате. Почему? Потому что у него появилось два начальника. Ну, то есть, я ему предлагал делать дипломатов, как бы, эту самую, в школу ВКЛ для дипломатии, чтобы они могли решать спорные вопросы на дипломатическом уровне с литовским талибаном. В общем, для этого особого ума и тонкости исторических знаний, как бы, да, палеографии там, и так далее, знать не надо. Там другие. То есть надо чуть-чуть нахвататься. Ну, в общем, другие вещи надо знать. Да? Ну, Дернович говорит, ладно, я понял, что ты хочешь, как бы, да, но я буду делать то, что я делаю. Ну, хрен с тобой, делай, как бы, да. Дальше нам не о чем разговаривать. Но тут приходят учащиеся в школу Дерновича, да, и говорят, слушай, какие ферросплавы, какой чугун. Ну, еще экскурсовод. Какие дипломаты, блядь? Какая палеография, нахуй? Ты мне расскажи, как мы бабло можем зарабатывать, показывая этим самым туристам, как бы, да, наиболее аттрактивные места, как бы, в Беларуси. Дернович думает, блин, почему тут палеография? И на него снизу давят, как бы сверху с ним не разговаривают больше. Ну и вот А еще, может быть, больше брутально, Владимир. Чья Вильня? Вот питание такого может быть. Да. А, еще да, приходит и сам, давай это. А чья Вильня? Да? Да, понятно. Рабинович. Это же самый универсальный отказ. Что вы отвечаете? Ну, наши тут. Ну да, всех народов. Да. Все уходят недовольны. Да, а это вот Тема не раскрыта. тема не раскрыта, правда. Надо до досрочного содержания тогда давать. Нифига непонятно.
Я же говорю, Дерной, слушайте, перестаньте вы мучиться из этой истории, становитесь вообще методологами. Но это как это, я говорю тебе, что я мог бы такое сказать. Чтобы он не слышал, пока вы... Потому что мы с ним не разговариваем, у нас нечем разговаривать больше. Такие вот проблемы в летучем университете. Покой Иван там все фиксирует. Я еще одну историю расскажу. Но уже не про туристов, про Тайти-Тюань. Тайти-Тюань есть 4 самые важные правила виходу в внешній світ. Тобто, як треба саме розні виходи, змагання, зміни. Перше правило – це, як це не дивно, розрознювання уявного від реального. Другое правило – спокойное дыхание. Так вот, в истории с Кравцевичем меня больше за все напрягает нездольность наших историков-позитивистов разрознить уявне від реальне і приписування Кравцевичу неких абсолютно 19-стагодзєвих закликів, тотальної ідеологізації і виплавки чугуна. А что такое реальное дочинение до Кравцевича и все его команды? Вот уявите себе, с Городенского университета, вот коммунизм, звольняя самых лепших историков, которые сапраўды здольны штосьці рабіць, рассказывать сапраўдную историю, да? И они губляют свою простору. То есть своей просторы больше нема, ни дисциплинарной, ни культурной, они находятся в пошуках, отстаивают свою простору. Кравцевич в выніку домовляется с студентом Европы-Всходнего университета Варшавского, с Бабицким, для того, как сделать такую резервацию для белорусских зволенных историков, которые отстаивают свою простору, хороших историков, как они могли заховаться и заховать свою простору. Им даются карт-бланш с одной задачей. Вы рассказываете полякам, польским студентам, бакалаврам другого курса, про белорусскую историю. Да? То есть, что это значит? Это значит, что уже просто ферросплавами не обыдешься. И не обыдешься просто рассказыванием про розницу между Пауставом и уставом. Потому что параллельно поляки им рассказывают ту же самую историю, но только в зовсім іншій версії. И приходит задача студентам польским, рассказывает историю Беларуси, и говорит, ты не знаешь историю. Ну да. Мы ж, слышали все, не так? Да. І Кравцевич, який спробує, як він уміє, він не методолог, але тим не менш, поставити абсолютно рефлексивне питання про суб'єктність і про суіснування різних версій розказаної історії, да? Про то, что там белорусская история мусить быть рассказанная, сапраўды по-белоруску, и только это дозволить нам існаваць побач и сябраваць с литовцами, поляками, украинцами, да. И что робят белорусские историки? И они закатывают Кравцевичу истерику, кричат, что он идиот 19 стагоддзя и хочет всех загнать в мифологию, то есть приписывать ему абсолютно нерефлексивное себе, да? То есть починается такая вакханалия, люди не здольные разрознить реальное от уявного. Заместо того, как запытаться, где Кравцевич працуе и сегодня знаходится, какие перед ним стоят задачи и какую функцию виконує его пропанова в сённяшніх обставинах, и они приписывают этой фантазмой. Это ничего не пропанова. Я ведаю. 25 год тому в газете «Лим» Кравцевич, это было 25 год тому. Это опубликовал текст, где было сказано, что нам потребны национальные мифы. То есть он свою концепцию распрацовывая одну мифологию уже вельми давно. Слушай, это же литературная газета «Лим». Нет, она была тогда интеллектуальная газета. Не, причем здесь литературная, ну и что? У меня небольшое Олег хочет сказать, что Игорь робит свои экстраполяции на подход к Кравцевичу. У меня предложение заслушать последнюю школу, сделать небольшой перерыв и попытка это все свести в общую русло. Караул устал. Паша, тебе не отвертеться, давай. Может делегировать кому-то
Не, ну разумееш, Іван, ти будеш зараз від мене потребувати, наприклад, нейкого отказу від школи, а я не можу дати відказу від школи, бо ми на школі такої не обмірковували. Бо перед нами не стояла, по-перше, така задача. Павел. Я могу сказать себе. И правильно, и правильно. Вот как бы я говорю про это, да, сейчас Попков то же самое говорит. Понимаешь? Слова Кравцевича 25 лет назад в Лиме значили одно, теперь они значат совершенно другое. Потому что одно дело створения белорусских мифов, да, это 19-е столетие, да, і чуть гэта ад чалавека, які павінен па-польску выкладаць гісторыю пра беларуску на польскай мове па-беларуску. Это зусім іншыя рэчы, зусім іншыя сітуацыі, это два розных чалавека. Я Бохіс так само читаю і разумею. Але гэта не адмаўляе тое, што можа мець рацыю Олег, які кажа, што чалавек не зменіцца і будзе рабіць тое ж самае, проста мы яму прапісваем лепшыя сэнсы у ягонай дзейнасці. Ладно, давайте не обсуждать. За себя. Не, ну тут важно сказать, что, конечно, ну, как я уже показал, конечно, Кравцевич профессионал. Тут как бы это не ставится под сумневу. Постоянно разумею, что вот... Олег, можем прекратить обсуждение Кравцевича, здесь не присутствующего? Добре, я сабе могу щось сказати, калі цікаво, но гэта будзе ізноў не ад школы, а ад мяне. Коллеги рядом сидят, могут уточнить всегда. Ну, гэта будзе таксама іх погляд, а не ад школы. Таму, калі ад мяне, для мяне асабіста як бы две розныя ёсць праблемы. Першая для мяне такая вельмі прынцыповая праблема, яна тычыцца наогул пытанню адукацыйна-універсітэцкіх. І тычыцца яна таго, пытання для мяне пакуль не надта зразумелага, хаця я пра яго перыядычна інтарэсую, гэта пытанне, чаму у нас наш паспаліты люд гэта гатовы спажываць все тое, што яму скармліваюць беларускія універсітэты, так званыя, іншыя установы беларускай адукацыі, плаціць за гэта грошы, плаціць грошы за рознага кшталту трэнінгі і іншыя, дзе ім таксама розную чухню распавядаюць. І як бы траціць на гэта каштоўны рэсурс часу, грошы і гэтак далей. А калі ім вось прапануецца нешта, што насамрэч можа быць прарыўным, у нейкім сэнсе нават найлепшым, што можа быць, для іх гэта хутчэй нешта не патрэбнае. На што яны не толькі не тое, што грошы не траціць, нават і часу не траціць, не хочуць. Я гэта адчуваю, напрыклад, праз пытанне набору ў лятучы універсітэт, таго, як яны цяжка адбываюцца, таго, што мы атрымліваем на выхадзе, звычайна, у выглядзе таго, хто прыходзіць на школы і колькі там наогул людзей, якія патрапілі ў належнае месца, скажем так. І для мяне гэта наогул цяпер пытанне, наколькі беларусы наогул сур'ёзна ўспрымаюць штосьці, дзе ім не трэба плаціць. Ну, я так параўноўваю, нават, зноў-такі, гэта все параўнанні, можа, недарэчныя, але там, калі ЕКЛАП уводзіць аплату за навучанне ў іх, гэта не проста там нейкі такі мажорскі жэст, ці там недахоп грошай. Гэта, мне падаецца, цяпер нават як такі стратэгічны крок, што вось дадатковая матывацыя для беларусаў, чаму ім варта наведваць вось гэтыя курсы. Таму што это ж серьезные люди. Да, сур'ёзныя люди беруць грошы за тое, што. А вось гэтыя самі не ведаюць, што робяць, таму вось нават грошы не бяруць. Што тут да іх ісці? І вось для мяне гэта таксама сур'ёзнае пытанне, вось ці можна што-небудзь рабіць, там заганяць, прапаноўваць в плане адукацыі і навукі ў гэтым грамадстве, калі яно не ўспрымальнае да ўсіх тых ініцыятываў, за якімі не бачыць такой простай нейкай жыццёвай прагматыкі. Гэта для мяне адное пытанне, якое тычыць ўласна універсітэцкага жыцця і менавіта праблемы лятучага універсітэта, як я яе зараз бачу.
А вже інше питання може там повставати з тої перспективи школи, якою ми там займаємося, і воно там для мене, наприклад, формулюється у вілці опозиції так само, можна сказати, соціальне воображення і соціальної реальності. Бо як би ми там не намагалися там, всю свою діяльністю доводити про те, що громадское, социальное, это все конструкты, это все то, что мы створаем, и весь час створаем под впливом там, нашей деятельности, нашего мышления и так далее. Все одно нек вельми такое впливове ураження про громадство, як про некую такую природную натуральную рамку, про то, что ось ёсць як насамрэч, а вы тут нешта там фантазуеце, ідэалізуеце і так далей. І гэта наогул тады пытанне пра магчымасці інтэлектуалаў нешта рабіць. Бо калі сапраўды гэты свет канструюецца, ну, маецца на ўвазе сацыяльны свет, тады для нас ёсць шмат задач і шмат праблем, якія мы можам рабіць, якія мы можам пераўтвараць. Калі ж успрымаць гэты свет як менавіта некую такую прыродную нязменную рамку, якая жыве сама па сваіх законах, то ў лепшым, што мы можам рабіць, гэта вось нейкія такія тэорыі наконт гэтага света выдумляць. Які б яго там апісвалі, які б яго нейкім чынам інфраструктурна забяспечвалі. І вось праблема ў тым, што ну, хутчэй за ўсё, якраз, як сёння казалі, нерыхтоўнасці грамадства разумець па сабе такія рэчы. І наогул размаўляць па такія рэчы. Паша, занадто добрая формулировка проблемы. Вот Иван уже мучается, я даже как так подсумовать. Как подсумовать это все вот в 3 сказах можно? То сказка это уже шмат. Выпал с идеей твоей. Ты хочешь подсумовать вместо Павла? Что? Я хочу пропонувати невеличку альтернативу то питання, що... Альтернативу кому? Мы не закончили это обсуждение с Павлом. Ну, гэта ўсё гэта праблема Можно тогда почекать, что закончим с выражением проблемы Павла в 3 предложениях. Ну, поскольку 2, наверное, в 2. Если я правильно понял, вот как я попытался выделить, это мало студентов, качество их плохое, то есть не хотят учиться, как бы, и так далее. И как реферер с этим, что вот там за деньги, понимаешь, у них там все хорошо. Блин, чего ты Барковского слушаешь? Там спросил, Он должен руководитель игры. Вот смотри, Павел говорит, А учиться надо было. то, что не платят, Ну, это слышишь? Ну да. Этого достаточно. Теперь, все остальное пропускаешь мимо ушей. Проблема. Приходит Мацкевич, говорит, я ведущий университет, буду заниматься антикоммунизмом. Приходит Павел, я ведущий университет, платите бабло, я вам... Антикоммунизм устроен. Да, Нет, он не говорит про за антикоммунизм. что будете платить? Он говорит, мы что-то вам хорошее, там, например, научим вас там, интерпретировать, понимать текст. Да? Ну, дадим хорошую специальность даже. Понял? Так. И теперь как мир будет реагировать на такое? Структурироваться. Вы, сука, будете брать деньги с людей, которые будете учить антикоммунизм? Все, проблема. Так понятно. Ну так а что ты тогда это самое, понимаешь? Вот, если ты слышал то, что говорит Павел, в ублюдочных рыночных категориях маркетинговых, значит, ты ни хрена не слышал. Можно я переформулирую так само то же самое? То есть я бы сформулировал проблему непокоя Павла, но назвал бы это так. Что нам робить с Еклавом?
Я нічого з цим робити не треба. Нет, ну, мало что нам робить с собой, как его Нет, ну, на каком-то уровне, да, Да. да. То есть, и я просто поделюсь параллельной такой ситуацией. У белорусских литераторов, у некоторых подобная проблема формулируется, что нам робить с Виктором Мартиновичем. Да. Потому что вот мы такие, разумные, пишем глубокие тексты, а чогось Ни одной книжки продать не можем. Да, читають, перекладають його. Да? Отказ літераторів вельми простий. Дякувати Віктору Мартиновичу за те, що у нас з'явився формат беларускай белетрыстыкі, і гэта дазваляе нам застацца ў сваёй прасторы, а не бясконца мяняць правілы гульні. То же самое с Еклапом, мне здаецца, что это сур'ёзная праблема іншых форматаў, якія пачынаюць паўставаць параллельна і выстройваць сваю дзейнасць побач з летучым універсітетам, якія, может быть, крыху цинично юзают тренды, да? Потому что это вот такие... Ігор, у мене немає ревності до Еклапа. Хай не робить то, що не робить. А она мусить быть, потому что это позитивная ревность, только в напружении... Попов обостряет проблему, но играет на понижение. На нижнем уровне это может выглядеть таким образом. Но зато это легче понять. А затем мы можем ее взвинчивать. Да? К чему так происходит? Хорошо, но мне кажется, у Павла была еще вторая часть, которая не сводится к первой. Или я там про противопоставление натурализации общества и другого подхода вашего конструктивистского воображения. Я правильно понял? Вот эту... И что она, почему она для вас проблема? В принципе, я бы, конечно, к этому так само подвести до всего того, что обмярковывалось ранее, и, может быть, это так само было подставой справедливой Штагульна. И знов-таки, оговорка може ісці про те, що ми так само змагаємося за власну простору, неким своїм сенсом. Тобто, як це може тут виглядати? Коли ми сьогодні спробуємо задавати некую соціальну теорію, займатися некой аналітикою цих процесів, мы сами спробуем и намацать такую мову, и намацать такие подходы, які б нам дозволяли з гэтым працаваць як з реальністю такой тякучей, якую мы самі ж і змяняем у часці наших гэтых всіх практыкаванняў, высілкаў і гэтак далей. А вось атрымліваецца, што неяк з боку грамадства зусім іншы падыход. І ёсць і адчуваецца. Ён, хутчэй, тады нас заганяе ў рамкі таго, што альбо вы займаецеся не сваёй справай, вы фантазуеце нешта, ці выдаеце пажаданае за сапраўднае. То бок, некае такое адчужэнне, якое можа быць паміж акадэміяй, якую мы тут зараз прэзентуем, і грамадствам. Вось мы жывем сваім рэальным жыццём, а вы тут у сваіх башнях са слоновай косткі займаецеся сваімі гульбішчамі і спрабуеце гэтыя гульбішчы яшчэ на нас неяк пераносіць. І вось нам не трэба ўсяго гэтага вашага пераносу. І таму і з вами мы не хочам мець справы, і, як тут казалі, уже плаціць вам не хочам і гэтак далей. І вось гэта можа быць праблемай, бо мы гэтым займаемся. Просто простое, што для нас гэта перадусім цікава. По-другое, гэта наше такое натуральнае памкненне, звязанае з рефлексіяй усіх гэтых праблемаў. А для грамадства это просто не трэба. У такім выглядзе не трэба. Ему трэба нейкім выглядзе чыгуна машын.
а чыгун мы не поставляем. Так само может быть проблема. А если немножко сменить ракурс, и то же самое общество, мне так показалось, рассматривать тоже не в таком натурализованном ключе, а вот то, что это твой конструкт, это ты его так себе создал, что обществу ничего не нужно с нас, да? Вот. Либо оно наезжает агрессивно с какими-то своими там наивными представлениями, но общество, оно может быть и не такое. Это мы его создали таким для себя образ. Натурально, что коли я так кажу, я все спрощаю, редукую до просто таких больше-меньше наявных схем. Но не хочется же расставаться с таким красивым представлением об обществе. Не то, что не хочется. Выстрадано. Но дело тут, я вот сейчас скажу эти пару слов тоже. Мне кажется, все-таки не упрощение, а именно вот этой интонации. Потому что я смотрел, если выражать одним словом, да, вот то, что сказал, например, Игорь, то это, ну, там ключевое слово угроза. Да? Угроза, значит, это опасение. Да? Нами движет это опасение. Как это случилось? У Павла это скорее обида. Обида на общество, которое, ну, в общем, как бы не понимает наших устремлений, да, и как бы не готово на них отвечать. И это все, и обиды, и угроза, мне кажется, все-таки из одного, из какого-то одного источника. И источник этот не там, где вот попытка понять общество, да, может быть, оно в чем-то право, а вот мы как бы за собой сохраняем вот эту вот истину. Мы знаем, да, общество ошибается. И вот тут я бы, ну, такую дилемму, может, сформулировал. Может быть так, может быть общество ошибается, а может быть мы ошибаемся. И тогда мы должны не столько обороняться или обижаться, сколько отвечать на вызовы, то есть пытаться понять это общество. Да? Вот это, мне кажется, вопрос такой. Мы сразу как бы становимся вот на эту позицию, что вот все ясно, и что мы, как бы, правота наша, безусловно, мы можем обижаться или, ну, там, да, опасаться. Нет, так тут еще проще получается. Если мы стоим на позиции конструктивизма, то мы конструируем общество. Вот в чем дело. Мы как раз создаем вокруг себя вот эти круги окружения, да, ближайшие. Сперва это узкие круги, а потом оно расходится по сообществам, которые не есть что-то цельное и монолитное. Это разные совершенно лоскуты в одеяле. То есть и не надо ждать, там, что все против нас каменной стеной, там, а мы над этой стеной в своей башенке лучину топим. Нет, вот есть именно разные сообщества и с разными отношениями, с разными подходами и ожиданиями. И кто из них притянется к нам ближе, а кто оттолкнется, это от нас зависит. Видите, я раптом зрозумів, ну, от серцевину непокою Павла і готовий переформулювати для школи. Там не дарма прогучав Єклав, Менавитов, дочинение со школой социальной аналитики, социальной герменевтики. То есть тут абсолютный параллелизм. И там, и в одном випадку, и в другим. Не то, що працюють ті ж самі люди, частково якби ті ж самі накладаються, але одна і та ж тематика. І от у Павла прогучало, чому в одній ситуації є, ну, от, відовочний там приход метової аудиторії на ці курси заповнені, платять гроші, там, скажем, а у нас якби все наоборот. Хотя все то же самое нібито. Вот глядите, не казал. Нет, это я уже там придумываю. Глядите, что отбывается. Ведь як позиционуют себе якби єклабовці, ну, викладчики. І вони позиціонують себе поспіховими людьми, які займають ясну ідеологічну позицію, ідеологічні бойці, ну, як там той ж Браточкин, там ті ж Парага, або люди, які займають позицію медіазора. То есть яны в этой сфере досягнули поспеху, и в этом сенсе, ну, выступают с такими якби крышечку брендами вот якби самих себе, да? И пропонують курсы, які з'являються рефлексією не просто, ну, вот, по тематике, там, что такое социальность, якби, або что такое, ну, не ведаю, там, якби, сучасная медіапростора, а я на кришечку розповідають історію індивідуального поспіху. Шпарага, як я стала там лідером, ну, от, якби, арт-лібералізму, якби, Браточкин, як там,
сапраўды, і гэта И падкупае. городские легенды. Гэта падкупае, сапраўды, для людзей, якія прыходзяць, яны прыходзяць Я вучыцца. стал хипстером года. А тут у нас адбываецца наадварот, як бы пазіцыя падкрэслена нейтральная, ну вот калі не казаць навуковая, і вот штосьці не падкупае. І Павлу хочацца заангажавацца, яму хочацца, мне здаецца, ну вот як бы праглынуць гэтую нажыўку света і стаць ідэолагам, медыязоркай. Ну вот, да. Игорь, это твоя интерпретация. Я уже до этой темы не звертался, але муж покомментовать. Ну я крышку паўжартам, Павел, ну ты разумеешь, что это такая уже такое перабольшанне. Я разумею, что дал подставу для таких максимум интерпретаций. В этом сенсе я уже не свядома казал брудно, как меня могли вытлумачыць по-рознаму. Справа не тым, что там мяне вельмі крыўдзіць, что там у Еклабе нехта там плоціць, хай сабе сімвалічныя грошы, але плоціць за то, что ім там укладаецца, а у нас не плоціць. Гэта пытанне доўгаснае насамрэч. Мне больш цікавіць, чаму як бы стаўленне да ўсёй гэтай сістэмы, ну назовем яе альтэрнатыўная адукацыя, хаця гэта таксама такі ідэалагічна нагружаны тэрмін. У беларускай супольнасці грамадскасці такое, ну скажем, мягко индифферентное, что прынцыпу гэта разглядаецца звычайна як нешта мала патрэбнае, хутчэй звязанае з нейкімі там пошукамі, не ведаю, нірваны, нейкага там просвятлення, чагосьці такога іншага эзотарычнага. Ну ты повторяешься. Ну вось. Все рассказал. І вось гэта для мяне праблема. Чаму вось калі мы нешта робім, за гэтым не бачыць нічога сур'ёзнага, за гэтым бачыць хутчэй некую... Почему не бачишь? Почему ты обращаешься за судом к чайникам? Я звяртаюся не к чайникам, я звяртаюся, глядзі, Владимир. Я кидаю запыт у знешні свет. Этот запыт заключается в тым, что я, например, обвещаю стварэнне школы и кажу про то, что мы вам можем дать вось тое, спрабаваць прынамсі даць. Ну. И я бачу, хто прыходзіць да мяне, каб вось гэта тое атрымаць. І калі я бачу, там, хто звычайна да мяне прыходзіць, я тады мушу адказаць, альбо гэта во мне такая праблема, что я не могу докричаться до тых людей. Ну я понял. Да. Ты пойми, почему у меня нет такой проблемы? Абсолютно. Я тоже в этом проблемы не вижу. Но может быть не те пришли, да, совсем 100% на кого-то рассчитывал, но рано или поздно, как бы, через сито отсеется. Нет, ну, зразумела, что можно там працаваць з адным-двумя человеками. Да нет. В этом проблема я объявляю набор, например, ну, Летучий университет объявляет набор на мой курс, записывается 150 человек. Прихожу на первое занятие, приходит там 70 человек. Ну да, 30. Ну, это ну зразумела. Нет, подожди, нормально приходит, и сейчас вот мы перенесли все-таки сюда в аудиторию, как бы набитая аудитория, мест не хватает, стульев не хватает. Вот сейчас есть свободные студии, а на лекции нету. Да? Это лекция. Их будет 10 штук, курс. И школа магистров игры, на которую иногда приходит 3 человека. Да? Иногда, когда планируется что-то там, да, как бы идет куча возражений. Не надо вот этого делать, не надо. Потому что на школе надо пахать. Будут они за это платить или не будут они за это платить. Да? Как бы там пахать надо. А на лекцию приходит на имя, да. И мы говорили много раз, что имена Летучего университета надо раскручивать. Что сделал Барковский для того, чтобы стать звездой? С нашей помощью, между прочим, мы, готовы вкладываться в то, чтобы Барковский был звездой. Потому что если Барковский будет звездой, это будет хорошо Летучему университету. Так надо стараться. Если Игорь говорит, что, Шпарага там успешная, это самое, как бы, и так далее, да, и это известно всем. Вот без этого, конечно, никак нельзя. Бренды продаются не за бабло.
Ну, в смысле... Вы меня пропонуете забрендовить? Ну, мы опять маркетинг Вот смотри, когда ты вчера написал вот этот вот самый текстик, да? Постик. И смотри, какая штука, да? Я говорю, конечно, ребята, Сарна, Парковский, ладно, Степин там как бы упомянутый, да? Надо вас раскручивать. И лучше всего, конечно, раскручивать в англоязычной этой самой, да? Стоит, говорю я. Приходит Шпарага и говорит, нет. Конкуренция, блин, будет. Понимаешь, если Сарну начнут раскручивать, кто же пойдет к Шпараге? Да еще с баблом, блин. И тогда, нет, как бы, дальше у вас как бы очень интересная там дискуссия разворачивается. Да? А ты спрашиваешь ее, вот тебе бы хотелось, чтобы, скажем, тебя читали за рубеже, там, как бы, да? Или кого-то ты там назвал? Лазаревича. Он говорит, мои разберутся. Да, это не желание как нормальной агонистической конкуренции. Понятно, что вот эти все бренды, имиджи создаются в местечковых вариантах, как бы, да, и достаточно там просто вот некоторого круга людей, у которых репутация есть, и, соответственно, как бы дальше начинается борьба, как у Шумана, да. И как Шуман с Чалом очень хотели раскрутиться и стать звездами. А знаешь, как это проще всего сделать? Потоптать звезду, блин, другую. Они выбрали меня и начали, блин, просто вот как бы, да, смотри, Мацкевич там как бы и там, и там, и там, как бы, да, если мы начнем его мочить, будут читать нас. И пошло-поехало. Потом они, сначала это был искусственный шаг игровой, как бы, да, я усмехался, терпел. Потом они стали верить в это, в то, что сами пишут, как бы, да, и все, как бы, да, деформация сознания. Но вот эти все вещи, как бы, ну, блин, Павел, ты же знаток социума. Это же элементарные штуки. Нам нужны звезды в летучем университете. Она может Иван, так и запиши. Игра так и будет называться. Сжечь звезду. Как курсы продавать? Продавать курсы? Продавать. Это не по-детски, не скажешь. Мне нема проблем продавать курсы. Идти продаваться, я вон на БДУ схожу, продамся за ту ставку, какую мне там платят. Вот понимаете, я-то знаю, что в летучем университете высший слой, скажем, да, преподавательства, это лучшие люди в стране. Вот как поделиться этим знанием со всеми остальными, чтобы все 10 миллионов белорусского населения знали, где искать лучших? Вы же сами сказали, затоптать другой лучше. Один из ходов. Некого затоптать. Дальше, как по Бровичу, да, про моральность рыночных отношений брендовых, как бы, да. И потом это працует часово, вот это утоптали. Потом оно... Будешь топтать, ты им скорее составишь этот целый намет. Потому что где ты возьмешь известных, кого топтать будет. Я, как бы, поскольку я не к этому добавить, я к проблемам добавить, которые, вот в этом смысле меня волнуют, и во что бы я хотела сыграть. У меня, наверное, много есть разных вариантов, но вот слушая сейчас здесь, я одну из тем, которая для меня актуальна, и она немножко по-другому разворачивает то, о чем говорили. Вот для меня актуальна проблема, скажем, непроницаемости, не проникновения в, белорусское общество, белорусскую среду или там институциональную среду и процессы инноваций в образовании. Вот я сейчас говорю не про группы, которые существуют, и это самое, а инновации, то есть на уровне там содержания и каких-то технологий. То есть по большому счету, даже если что-то появляется, то это либо сжирается средой, либо остается совсем маленьким элементом. Хотя про инновации и необходимость изменения в сути и технологиях образования говорят многие и дергаются многие. Но вот это, то есть, грубо говоря, разворачивание инноваций в образовании, в процессах образования, для меня это реальная проблема. То есть сохраниться как сообщество, возможно, автономное мы можем, а вот развернуть новую... Народ не готов. Дело не в народе. Мне кажется, что тут я бы тут разбиралась не с народом, а скорее с процессами, технологиями, то есть с чем-то таким, как вообще, как это возможно. Ты отрицаешь человеческий фактор, потому что у меня... Я не отрицаю человеческий фактор, я только не хочу все сводить к человеческому фактору.
Потому что как бы мой человеческий фактор один, да, у других другой. И несмотря на успешность клаба, никакие liberal arts не проникают в, ну, как бы... Они разделяют с нами те же самые проблемы альтернативного образования. Вот, ну, вы, наверное, не слышите. Я сейчас говорю не про наши личные там успехи, неуспехи и... Я понял, что про коллективные инновации. Да не про коллективные, я про структурные вещи, да, про то, что про механизмы ну, как бы появления инноваций, когда они начинают ну, там, А приклад изменяться. можно? Что такое инновация в эдукации? Что? Ну, там, я не знаю, введение там, некой новой системы образования, да, ну, вот прямо на нашей памяти Да, нету. Вот школы Там уже ты- везде. Нет, ну школа... Татьяна, все определяется отношением. Если к вам несерьезное отношение изначально, как вот к альтернативному образованию, кто будет на вас смотреть? Министерский работник будет смотреть, чем мы тут занимаемся? Да нафиг ему сюда смотреть. Не ждет он здесь ничего серьезного, что здесь будет какая-то инновация. Он ее в лучшем случае будет ждать из Министерства образования, из какой-нибудь еще другой фигни. Павел, ну неужели вы правда думаете, что я про это не знаю? Я поэтому не понимаю ваш вопрос. Видите, мені здається, Тетяна, що це питання про інновації треба поставити в некій критичній перспективі, як каталогізувати, ну, я так скажу, приклад на своєму віку інновації. От якби ЄГУ, в яким я ще працював, да, вирішив і гордо всім розказав, що вони запускають Moodle адукацію, от цю дистанційну систему, і от це зараз саме модне, самое крутое, самое прогрессивное. Давайте вот мы вот зараз напишите программы, загрузите все материалы, скажем, ну и у нас будет счастье. Далее что отбывается? Мы пишем программы, ну там загружаем, находим материалы, то есть все это форматуем менавіта под ну, дистанційну комунікацію, сподіваючися чомусь навчитися. А далі повний ступор. Ніхто не вчиться. То есть, ну вот якби ніякого фідбека, ніякого відказу ну, вот, з боку студента нема. Да? То есть вони щось досилають абсолютно не в терміни. То есть, вот система починає, по-перше, руйнуватися знутрі, а по-друге, їх раптом розуміє, а навіщо нам платити гроші вот, викладчикам, коли у нас уже все материалы готовые, загруженные, скажем, и все есть. Да? И мы раптом обнаруживаем, что с нами подписали домову на вечное выкупляние авторских правов на все материалы. На наступний год нас всіх звільняють, садять туди маленького хлопчика-аспіранта, який просто там якби натискає на кнопочки, навіть не перевіряючи, а ну от якби, от вам нова технологія в едукації, інновація поспіхово внедрила. Хто від цього отримав плюс? ЄГУ зекономила гроші, а студенти, які не хотіли вчитися, якби, отримали просто диплом без всілякої учоби. Да? Всі ну, напереди прогресса і щасливі. Ну, я разумею, что это не то, про что ты говорила. Да, я говорю, и мне не нужны объяснения, да, почему там, ну, люди не те, еще кто-то. Для меня там дело, которым я занимаюсь последние 6 лет, летучий университет. И это не резервация, где я бы хотела жить. Это то, с помощью чего я собираюсь менять эту страну. Ну, как бы, в том числе система образования. И здесь тем или иным образом мы находимся, там, я нахожусь, вот я лично нахожусь в поиске там, иной технологии, иного содержания и так далее. И мне нужно решить задачу, как бы, чтобы летучий университет был не просто там прекрасной консервацией нас самих любимых, да, а чтобы он менял эту систему. И эта задача на сегодняшний день, я не знаю, как сформулировать, в чем проблема, да, но я знаю, что она, ну, как бы, вот, утыкается в некий ступор. И для меня это проблема. Ну, как бы, я могу кучу объяснений придумать, но для того, чтобы мне сделать следующий шаг, ну, мне нужно что-то поменять, не знаю, себя, внутри, там, еще чего-то, да, иначе, как бы, ну, для меня наша деятельность становится бессмысленной, ну, кроме как, выживания. А выживанием мне заниматься, ну, как бы, нифига не хочется. Ну, в смысле, хотелось бы, конечно, жить, но...
Проблема для тебя какая сейчас? Создать условия со своей стороны такие, чтобы те инновации, которые у нас могут быть, внедрялись во внешний мир. Павел, я пока не знаю, что и с чем мне нужно сделать. У меня есть проблема. Да? Проблема в чем? У меня есть интенция и наработки, да, на изменения, ну, как бы на новую, ну, на инновации в образовании, и есть ступор в реализации этих интенций и разработок. Ну, инновации у тебя есть уже? У меня есть интенции и разработки. А инновации? В инновациях, инновационные интенции и разработки. Угу. Я очень надеюсь, что у нас у всех есть, но не важно, у меня есть точно, да. И проблема в том, что ты их не можешь внедрить. Да, я не вижу механизмов внедрения. Я еще один аспект увидел, что не только те, которые Таня не может внедрить, потому что хочет, но вообще не внедряются. Инновации, в том числе не Actus Liberalis. Да, и в этом смысле я-то думаю, что это, ну вот как я, когда говорил Игорь, я говорила, что это вот, ну, его там проблема и с этой... для меня это тоже, это проблема этой, ну, автономии, да, то есть некое установление новой нормы и ее, ну, как бы, сохранение и реализация. Там, да. Вот. И так же, как я говорила про отгукание вот этой проблемы, мне кажется, что это вот с инновациями в образовании, она тоже находит отклик, потому что вот я наблюдаю, да, в этой стране всякие разные группы и с всякими разными интенциями, не только Actus Liberalis, в этом смысле с Actus Liberalis проще, потому что это как бы готовая технология. Ну, не влезла она в Беларуси и не влезла там, да. А там всякие эти, которые пытаются что-то строить на этом домашнем обучении. Эти айтишники детям, которые, в общем, не знают, что именно нужно сделать, и главное, непонятно, как это внедрить, ну, в смысле, как это засунуть в эту систему образования, чтобы она ее поменяла. Там, да? Ну, то есть, такого рода интенции есть, ну, как бы, в других, и мне кажется, что они тоже ни хрена не реализуются. Нет. Ну, вот. Нет, в смысле не реализуются, нет, в смысле нет. И в этом смысле я бы сказала, что там система образования, ну, белорусская, а может не только белорусская, не знаю, она скорее живет в естественно-природном режиме, ну, вот этой инерции, чем в искусственном режиме, в котором она, в принципе, должна быть, ну, в смысле, искусственно, ну, как это, осмысленно. Я же про это же говорю, это других возможно, терминов, в другом адресе. Хорошо, если мы говорим об одном и том же. Просто я это через слушателей, допустим, вижу, ты видишь через внедрение. Я тоже про это же. Я думаю, все остальные про это же молчали. Так что, Иван, тебе осталось только это суммировать. Да, и прожектор Я записываю. Так, пересмотришь 5 раз это заседание. Значит, я не знаю, мы можем себе позволить по времени сделать перерыв и еще немножко посидеть? Или уже Все достаточно посидели. Уже больше. Тогда будем считать, что это было такое для меня домашнее задание. Кто еще вот в сообществе ведущего университета самоопределяется достаточно, чтобы высказать какое-то предложение на тему игры? Или ту проблему, которую хотел бы поставить перед всем сообществом? Вот я хотел не высказать, а поддержать. Вот прозвучала мысль в связи с Покровским. И вот, на этот счет по поводу раскрутки преподавателей. Потому что вот занимались, конечно, этим, но мне кажется, вот как проблему не ставили. А в чем проблема? Как раскрутить? Да, как раскрутить. И как раскрутить, чтобы не было мучительно было? Чтобы не улетели за пустыню. Ну да. Только крутились вокруг. Ну так, да, правильно. Хорошо. Тогда 3, 2, 1. Закрываем эту сессию. Всем спасибо за участие. Подожди, а тема? Нет, у меня еще нету темы. А он еще 5 раз пересмотрит. Да, я думаю, что с Ты этим... потом нам оповестишь нас. По выниках. Если честно, я бы хотел еще подискутировать на тему общей темы, а не просто вам выдать. Ну вот да, поэтому как-то... Что? Ну да, хотелось бы... Это самое, чтобы и в следующий раз Иван уже поделился тем, что у него получилось. А мы можем себе позволить тогда еще один
Ну, у университетский нас, семинар у нас собрать. было запланировано так, что, ну, Галина Вячеславовна тогда предлагала схему, что идет семинар, а потом следующий университетский семинар, ну, как бы рефлексия и обсуждение. Но мы можем же взять и использовать его на продолжение, ну, банкета. Так, а, собственно, и нужна рефлексия, по-моему. Ну да. Это и будет рефлексия, собственно, Ивана И формулировать и остальных тоже. Да, ну давай так.